Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите еженедельное интервью с главой Республики Ингушетия Юнусбеком Бамангиревичем Евкуровым. Юнусбек Бамангиревич, здравствуйте. Хотелось бы начать с того, что накануне в Магасе прошла республиканская экономическая конференция под названием «Экономика Ингушетии. Успехи, проблемы и дальнейшее развитие». Она собрала много предпринимателей, и опытных, и начинающих. Вы непосредственно там участвовали. Вот на ваш взгляд, насколько такого уровня площадки эффективны для нас и насколько они полезны для тех, кто только планирует заняться бизнесом? Такие площадки, они всегда эффективны не только для нас, и если бы они не были бы эффективны, их бы и не создавали, площадки такие. Но при этом те, кто организовывает такие площадки, они, конечно, должны учитывать плюсы и минусы. Они есть всегда, были, есть. Это рабочие моменты. И над минусами поработать, так, чтобы в последующем этих минусов не было. Это раз. Второе, я всегда говорю, если вы планируете такие площадки с громким названием форума, то мы до того, как организовать это мероприятие, должны понимать на выходе, что мы получаем. Там большое количество предпринимателей собралось, много студентов, которые учатся на различных факультетах, в том числе экономических. Люди, которые имеют опыт работы, люди начинающие, ну и те чиновники, те руководители, которые обязаны в различных формах помогать, содействовать, поддерживать это направление, общественные деятели. И, конечно, на таких форумах всегда какие-то доктринальные вещи выносятся для того, чтобы закрепить этот форум, по крайней мере, как региональный. Я думаю, что это так пойдет. Я в последующем читал там в комментариях, в том числе, что многие по-разному относились к этому форуму. Но я больше читал критику. Может, в комментариях только те, кто любит критиковать, там заходят, а те, кто положительно оценит такие моменты, они не заходят на эти площадки. Но я хотел бы посредством через телевидение обратиться к тем, кто пишет критику тоже, что есть такая хорошая поговорка. Нет лопаты, есть одно замечание. Лопаты нет. А когда есть лопата, есть 1000 замечаний. Черенок не такой, лопата грязная, не заостренная, не такая, не сякая, там ржавая, не ржавая лопата. То есть 1000 замечаний. Так и здесь. Вот не было бы форума, просто вопрос был, вот форум не делают. А сделали форум, и тут пошли поток комментариев там, отрицательных. Это одно. И второе, мне кажется, после таких форумов люди, которые с душой к этому относятся, должны писать не только там негативные комментарии, лучше, конечно, не писать, а лучше писать свои предложения, свое мнение по этому поводу, как лучше сделать, чтобы из этого сделать какой-то там смысл. И те, кто организовывает такие форумы, они должны, конечно, вот эти комментарии собирать, даже негативные, чтобы в последующем над ними тоже поработать. Мне кажется, вот как бы такая форма по вот таким форумам, она должна быть отношение. Почему? Потому что если кто-то старается, делает, а там есть, выступаешь. Вот, например, я посмотрел, надо было не с выступления там, главы там, и чиновников, а может быть, первый вопрос или первый этап там, или до перерыва сделать там, ну, с учетом того, что у меня времени нет, мое вступительное слово, а дальше послушать предпринимателей, сообщества. А потом уже на втором этапе послушать чиновников, да, уже, ответы на волнующие вопросы предпринимателей. Вот так, может быть, было бы лучше. Но опять же, те, кто там присутствует, или приглашен, или там планирует туда поехать, должны понимать, что протокольная часть, она все равно существует. Она может быть скучная, она может быть такая, ну, не совсем приятная. Но, тем не менее, она присутствует, и надо этот экзамен тоже выдерживать. А так, да, форумы нужны, и надо их больше делать, надо акцентировать на это внимание, и надо все-таки больше и больше молодежь поддерживать тех начинаний, которые есть. Касательно МЧС, в Республиканском управлении МЧС вы со спасателями подводили итоги по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Ингушетии за 2017 год, по итогам которого наша служба была признана одной из лучших не только в СКФО, но и в России в целом. Как вы считаете, вот, благодаря чему достигнуты вот такие результаты? Ну, во-первых, МЧС и министр по делам чрезвычайной ситуации гражданской обороны Пучков Андрей Владимирович объявил
2018 год годом культуры МЧС. Это очень важно понимать. И именно работа, отношение все-таки к тем ситуациям, которые складываются, чтобы люди более предвзято, с ответственностью подходили к тем процессам, которые проходят по различным чрезвычайным, которые могут проходить, которые работали бы на опережении. То, что наш МЧС заняла там ведущую позицию, это ничего удивительного. Почему? Потому что в первую очередь это причина, это сам руководитель на месте Руслан Калоев и команда, которая слаженно работает по всем направлениям. И в связи с этим, конечно, у нас вот ведущие позиции. Мы еще раз констатировали факт того, что с каждым годом снижается вот эти напряжения по линии происходящих чрезвычайных происшествий там, для ситуации. И мы много работаем над предотвращением этих направлений. И одним из таких ярко выраженных вещей – это когда мы по происходящим событиям работаем не только по ликвидации, но и находим возможности небюджетные для того, чтобы и предотвращать. Вот это как раз есть тема именно девиза МЧС, в том числе и как предотвращение. Поэтому у нас вот такие ведущие позиции. Я с удовольствием побывал на этом мероприятии и наградил тех, кто наиболее отличился. Не так давно вы проинспектировали сразу несколько капитальных объектов, в том числе дамбу с водопропускными сооружениями Выкажева и несколько реконструируемых школ в Назрановском районе. Как вы оцените качество вот этих объектов? Вот это как раз по дамбе и по школе, которую мы проверяли, Выкажева, это как раз та тема, которая относится к МЧС, да? Там как раз был паводок, и это всегда происходило с какой-то периодичностью, всегда эта улица Бекова-Выкажева страдала от этих явлений. И причиной было в том, что за селом вверху незаконное распределение земельных участков, незаконные там пристройки, там, ну и так далее, и так далее. И власти, и люди совместно там что-то там незаконно сотворили. И в итоге поменяли, или решили поменять природу, да, а природа, естественно, таких вещей не терпит. В итоге там, где вода раньше куда-то уходила, она пошла по селу. Потому что там везде перекрыли в воде путь, когда большая вода появляется. Мы сейчас это хорошую работу там провели, сделали хорошую дамбу и защитные сооружения. Если даже будет большая вода, то такого ущерба уже, мы предполагаем, конечно, до Алкардедерги, но не будет уже такого ущерба. Я оцениваю работу как хорошо поставлена, хорошо проведена, и самое главное, что она быстро, оперативно проведена, эта работа. По остальным школам, которые строятся, они на стадии завершения, на стадии уже открытия, поэтому в этом году мы их будем открывать. На прошлой неделе вы также в День печати вы встречались с журналистами и отметили неоценимую роль СМИ в формировании общественного мнения, указав, что журналисты оказывают серьезное влияние на сознание людей. Как вы в целом оцениваете работу наших региональных СМИ, и печатных, и электронных в том числе? И в чем мы преуспели, а где нам еще нужно поработать? Ну, сложно отвечать на такие вот сложные вопросы, к которым надо, ну, по крайней мере, готовиться. Вот как я могу оценивать там печатные, другие СМИ, как они работают. Да? Ну, если бы я был бы ответственен за это направление, я мог бы там ответить. Но самое главное, мы поздравляли Днем печати России и получили те проблемные вопросы, в том числе от руководителей печатных и других средств массовой информации. И постараемся им в этом направлении помочь, в том числе и нашим газетам. Это первое. Второе, ну, или вообще самое главное, то, что они у нас есть, мы их поддержим, мы им вдохнули жизнь, и они сегодня выходят не только там с печатного пространства там, на электронное, но и выходят на интернет-пространство. Это тоже важно. Та же газета «Ингушетия» – это яркий пример всему этому сейчас. Но большинство людей все-таки через интернет получают определенные, в том числе, новости. То, что люди доверяют, да, есть доверяющие, есть недоверяющие. У нас человеческий фактор, он такой не только у нас, а вообще в мире официальным СМИ не верить, даже если говорят правду. А неофициальным верить, зная даже, когда что-то неправда. Поэтому здесь разные направления, и если официальные СМИ верят, смотрят, с уважением относятся, ну, для нас это тоже это важно. Но соцопрос говорит о том, что с каждым днем или годом
доверие к официальным средствам информации у людей возрастает. Тем более, когда мы сами являемся инициаторами привлечения СМИ различных выявлений различных нарушений, которые допускает чиновничным аппаратом. Поэтому этот вопрос такой важный для нас, и через средства информации, особенно через национальное телевидение, через печатные издания, мы, конечно, должны доводить для и читателей, и для зрителей реальную информацию, даже если она негативная. Если она негативная, то исправление этой информации и показывать еще раз, что уже по этой информации работа проведена, власти работают и задачи выполнены. Я могу сегодня, с учетом моего понимания и соприкосновения с печатными СМИ, сказать, что они с каждым годом набирают и совершенствуются. Акту милосердия в этом году придали государственный статус. Как известно, Владимир Путин объявил 2018 годом волонтера и добровольца. Как известно, в нашей республике гражданскую активность проявляют всегда. Мы можем назвать множество акций, мероприятий. Как вы считаете, новый статус придаст волонтерам еще большую активность? Дело не в том, что придаст или не придаст. Главное, что для молодежи важно, хотя я бы не говорил только молодежи. Волонтеры есть у нас и 60, 70, 80, 90. Те же наши миротворцы нашей республики, которые ходят, помогают, замеряют людей, примирительные комиссии. Они же волонтеры. Только они уже взрослые, уже волонтеры. Поэтому здесь не только молодежь. Но самое главное, что Владимир Путин этим самым подчеркнул, что в основном молодежь, которая в волонтерском движении участвует, что это важно, что это нужно. Это именно и моральная, и другая ответственность перед этими людьми, молодежью, в том числе волонтерами. Но самое главное, что это признание государством этого добровольческого движения и выделение этого года как целый год, как год именно добровольца. Почему? Потому что много-много мероприятий, в том числе с участием президента страны Владимира Путина проходит, и он их видит. Видеть эту рутинную работу. Я сегодня, выступая перед ними, говорил, мне было приятно в Сочи на мероприятиях, в том числе и на Олимпиаде наши волонтеры там были. Было приятно видеть, как наши ребята представляют республику. И для гостей из мира, которые приехали, они же не просто волонтеры, а еще Ингушетия. Это же тоже популяризация нашего региона, Ну и плюс, когда иностранцы смотрят на нашу молодежь, на красивую, адекватную, продвинутую, со всеми знаниями, потому что иностранцы, это очень хорошо, это наоборот, площадка. Ну и молодежь очень много, не молодежь, а волонтеры и добровольцы очень много снимают напряжение социальных напряжений с властью, в том числе. Я уже говорил как-то, что все наши благотворительные фонды, это тоже, их можно смело отнести к добровольцам, к волонтерам, почему? Потому что они занимаются это совершенно бескорыстно, помогают людям и помогают власти в том числе. Это тоже большие плюсы, поэтому я считаю, что этот год такой будет знаковым, потому что у нас в республике мы одними из первых в этом году открыли этот год добровольца. И мне было сегодня приятно видеть совершенно раскованную молодежь, в том числе люди, которые с душой, с интересом работают в этом направлении и будут работать. 17 января в офисе Назрановского филиала правозащитного центра, как известно, «Мемориал», произошел пожар. Секретарь Совбеза Ахмед Зейтов вам об этом докладывал, и вы упомянули, что существует минимум 3 версии случившегося. Сами же сотрудники «Мемориала», не дождавшись каких-то выводов дознавателей, настаивают, что причиной пожара был поджог. Думаю, что вы располагаете более полной информацией по этому делу. Если бы я даже располагал, не имею права озвучить, потому что работает следствие, и по всем версиям в том числе. Но уж скоропалительных выводов делать, уже не раз мы доказывали, что эти выводы не подтверждаются. Но есть и в том, что видеокамеры, есть видеонаблюдение, как люди подъезжают и проводят какие-то свои вещи в районе этого мемориала, в том числе в районе офиса. И вполне допускаем, что это может быть и поджог. Но здесь, я еще раз повторяю, следствие, когда до конца разберется, у меня есть свое понимание этой темы, поджог это, не поджог.
или диверсия, это не диверсия, но тем не менее я не могу впереди паровоза бежать. Посмотрим, как следствие завершится, и после этого будем определять в том числе причины. Я имел в виду версии не в плане того, что поджог или не поджог, а версии, кто мог это сделать. Ну, тоже разные там интересные там домыслы появляются. Просто хотел попросить еще раз уйти от всех домыслов. Почему? Потому что каждая версия имеет место быть. То, что мы сегодня располагаем данными. И я поэтому и с учетом важности направлений, и Центральный офис мемориала в Москве на личный контроль тоже это дело берет. Я их тоже попросил помочь в этом деле, чтобы это дело передали Главный Следственный комитет Российской Федерации и более тщательно расследовать и вообще добиться того, чтобы это преступление было раскрыто, если это преступление. Еще одну встречу с секретарем Совета Безопасности вы посвятили делу об исчезновении в августе прошлого года жителя Ингушетии Магомеда Маматова. По последним данным, накануне его тело было обнаружено в Северной Осетии. В интернете эту тему активно обсуждают, а вы поручили взять это дело, это расследование, на особый контроль. Вот хотелось бы узнать, на какой стадии это расследование? Дальгештолт, по крайней мере, уже известно, что это его нашли, ДНК все это подтвердило, похороны вчера состоялись. Повторяю еще раз для всех. Много людей пропадает в стране, в мире, без вести. Много людей каких-то там участвуют в каких-то там вещах, где сами являются там, инициаторами вот таких там явлений. Да? В данном случае с этим парнем окончательно, давно уже работает над этим процессом. Я тоже попросил дело передать в глав Следственного комитета. И в понедельник буду подписывать письма обращения и генеральному прокурору, заместителю генерального прокурора по Северо-Кавказскому федеральному округу, и полномочному, поэтому и своему коллеге Вячеславу Зелимхановичу Битарову в Северную Осетию, чтобы это дело просто так не оставить, раскрыть преступление. Есть разные тоже здесь версии, в том числе я секретарю Совета Безопасности поставил задачу найти ту женщину, которая с этим парнем поехала в Осетию. И по телефонному разговору, по крайней мере, по той информации, которая есть, по его звонку, что якобы после того, как эта женщина вышла с его машины, за ним пошел хвост какой-то. И он намекает на то, что вот эта женщина могла быть причастна к этой машине, которая за ним пошла. Мы можем с какой-то долей вероятности сказать здесь, что из того, что мы знаем за закрытыми там дверями там, по расследованию предварительному, что здесь есть след личных с кем-то разборок у этого парня. Но для этого надо до конца разобраться. То, что нашли последующую машину и сейчас тело, опять же говорит, что есть определенное там недопонимание между группами лиц. Я не могу до конца это все озвучивать, но уж точно будем держать на контроле и добьемся того, чтобы все-таки найти тех виновных, кто независимо. Мы помним, как года 3-4 назад таксист Северной Осетии, осетин по национальности, который довез наших ребят до Карабулака, был убит ими, и попытка даже сожжения трупа. Мы это дело брали на личный контроль, потому что добились розыска этих преступников, и они осуждены. Поэтому я думаю, что Вячеслав Зелимханович и всем власти Северной Осетии пойдут тоже по этому вопросу навстречу, и вот эти преступники будут найдены и представлены на суд, чтобы достойно их наказать. По-другому быть не может, потому что те люди, которые занимаются вот такими грабежами там, или вот такими нехорошими действиями по отношению друг к другу, это никто не должен говорить, что это наши, это не наши. Ни наши, ни ингушские, ни осетинские, ни других национальностей. Это преступники, они накладывают нехороший отпечаток между народами, сталкивают людей между собой. И на фоне этого, конечно, вот именно гибель этого парня Маматова мы должны до конца разобрать и найти тех, кто за этим стоял. По ряду других преступлений в том числе. Поэтому я буду обращаться, потому что, как я уже сказал, к Вячеславу Зелимхановичу и коллеге Евгеньевичу, для того, чтобы все-таки
такие вещи не оставлять нераскрытыми, независимо, где бы это ни происходило. И если, да, понятно, преступление совершено, если на территории Северной Осетии, там процесс судебный, если у нас, то у нас судебный процесс. Но если вот так явно люди бандитствуют и совершают противозаконные действия по отношению к жителям нашим, то ли там, то ли здесь, мое было предложение, но, конечно, оно закону не соответствует, но, тем не менее, было предложение осетин судить здесь, которые совершили преступление по отношению к ингушу, который там в Осетии совершил, а ингуша судить там, если здесь, в Ингушетии, совершено преступление по отношению к осетину. Тогда бы те преступники уже были бы поосторожнее, хотя бы, если не за совесть, то за страх прекратили бы это, совершать эти преступления. Но самое главное в этом деле, еще раз подчеркиваю, сейчас найти виновников и заставить, не заставить, а добиться такого наказания по законам Российской Федерации. Хотел бы по этому поводу сказать, я и раньше об этом говорил, не то, что там нельзя выезжать, у нас очень много ездит и в Северную Осетию, и с Осетии сюда ездит, там и в другие регионы ездит. Но я просто просил бы и родственников, родных, близких, когда кто-то куда-то уезжает, по крайней мере, понимали, с кем едет, как едет, для чего едет и по каким вопросам едет. Я понимаю, что многие скрывают, для чего они едут, и какие у них взаимоотношения. Но, тем не менее, я просил бы хотя бы там на всякий случай какие-то там записки оставлять, чтобы мы потом могли бы там в конце найти. Накануне вы были приглашены на празднование 75-летия образования Ульяновской области. Хотелось бы узнать, как в целом прошел визит. Ну, у нас очень добрые отношения с руководством Ульяновской области, лично с Сергеем Ивановичем Морозовым, губернатором. У нас есть ряд подписанных проектов, в том числе соглашений между нашими субъектами. Есть пожелания определенные. Я думаю, что в ближайшее время мы в Москве встретимся, обсудим вопросы дальнейшего взаимодействия, в том числе привлечение тех инвесторов, которые же работают в Ульяновской области, на территории республики. Для них тоже республика интересна, с учетом того, что наша республика находится в центре Кавказа, и транспортно во многих отношениях мы в выигрышном положении. Это первое. Второе, это чисто тоже вот такой хороший дружеский визит. Почему? Потому что губернатор в прошлом году на 25-летие республики лично посетил нашу республику. И я поехал, чтобы лично и поздравить, и оказать уважение этому человеку, в целом губернии и жителям Ульяновской области. Это довольно красивый, хороший край, хорошая область, мощное развитие инвестиционной привлекательности, мощное развитие промышленности, сельского хозяйства. И с каждым годом там все лучше и лучше, лучше меняется вот облик даже самого города Ульяновска. И мы пообщались, пользуясь случаем, и с нашими представителями, которые там находятся. И должен сказать, что по отзывам не только наших представителей, а многих там общин национальных, один из самых таких регионов, где межнациональное согласие и межконфессиональное на высшем уровне. Дай Бог, чтобы не сгладить. И лично губернатор это курирует, его зам по внутренней политике курирует. И, конечно, там вот диалог между различными национальностями, верами, на таком является примером для многих регионов нашей страны. Это тоже хороший показатель работы команды губернатора. Юнусбек Бамангереевич, благодарим вас за то, что уделили время и ответили на интересующие нас вопросы. Уважаемые телезрители, на этом мы завершаем интервью с главой Республики Ингушетия Юнусбеком Бамангереевичем Евкуровым. Всего доброго.